На обочине с десяток автомобилей. В выходные их можно насчитать в 2-3 раза больше. Такое скопление машин вызывает вопросы. Ответ оказался прост. Буквально через 20 метров от дороги за елями речка Човью, а на льду устроились любители зимней рыбалки. Большинство сидят на ящиках под открытым небом, а кто-то спрятался в палатке. Красота! Солнце, свежий воздух, тишина. Каждый день только в этом месте удят рыбу человек по 30. На выходных желающих больше. Александр Мишалин приезжает сюда часто, с другого конца города. Улов, говорит, бывает далеко не всегда. Здесь, мол, рыба капризная. Елец, окунь, ёрш, сорога. Бывает, и щука возьмет. Если клюнуло, там поклевало, прикармливаешь, еще лунки делаешь. Некоторый раз много вон. Несколько мест пробуриваешь, прикармливаешь. Вот. А так поклевывает, прикормил и сиди. Когда-нибудь выйдет. Или в обед, или вечером, или утром рано. Сегодня, например, клев был только утром. В один голос, говорят рыбаки. Андрей Павликов на льду с 5 часов, но поймал лишь 3 ельцов. Сам по профессии спасатель, а значит, всегда должен быть в форме, поэтому даже отдых выбирает на воздухе. Здесь можно собраться с мыслями, подумать и отвлечься от повседневного быта. Вот, а когда рыба ловится, забываешь обо всем. То есть только поглядываешь на время, чтобы успеть. Тогда только вспоминаются дела какие-то. Здесь второй раз, и особо улова такого не было большого. Штук по 10 вот ловил, и все, ельцов. Ну, они такие достаточно хорошо, клюет такой, рыба сильная, приятно вытаскивать, даже если несколько поймал, штук 5, и то приятно. Он как бы борется, и получаешь удовольствие от этого. Небольшие речки, хотя и не отличаются глубиной, и переправ здесь нет, но их регулярно осматривают сотрудники Сыктывкарского ГИМС. Толщина льда сейчас 45-55 сантиметров, пока безопасно. Выезжаем, проверяем водоем, измеряем толщину льда, проверяем на наличие верховой воды, если имеется место быть промоины, проталины, что-то где-то вмерзло. В таких местах обычно очень небезопасно для рыбаков и населения, которое в какой-то мере имеет место быть, хочет перейти данный водоем. А еще Эжва в районе лодочной станции, улица Кутузова и Выльтедор. Это известные и излюбленные места отдыха рыбаков. В течение месяца после потепления инспекторы ГИМС будут выезжать на все водоемы. Лед с каждым днем слабее, при плюсовой температуре толщина в 20 сантиметров уже не держит. Поэтому лишний раз предупредить рыбаков, несмотря на их опыт, никогда не мешает. При себе обязательно нужно брать сотовый телефон, спасательные средства в виде веревки. Обязательно сообщать близким, куда вы уходите и ориентировочное время прибытия. Это самый минимум, который должен знать рыбак. Сейчас у нас идет профилактическая, так скажем, работа, направленная более, конечно, на детей. То есть мы проводим профилактические мероприятия и в школах, в детских садах. То есть так как дети у нас попадают в группу риска, они еще не знают, что водоемы таят в себе большую опасность. Опытные рыбаки говорят, мол, все правила у них в крови, хотя и интуиция иногда подводит. Чувствуем, интуиция, а потом и опыт, наверное, особенно у меня. А так, если признаться честно, так не один раз проваливался. Ну что делать, рискуешь, но не настолько, чтобы жизнью рисковать. Наверное, тем еще и привлекают сыктывкарских рыбаков такие маленькие речушки. Они по сравнению с Сысолой или Вычегдой не так опасны, особенно весной. При этом такой же душевный отдых и азарт при хорошем клеве. Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.